В уходящем году зарегистрировано 574 преступления общеуголовной направленности, из которых оперативным путем раскрыто 436. За аналогичный период прошлого года 704, из которых раскрыли 644 преступления. Минус 130. Я считаю, это хороший результат. Да, и так, и по другим тяжкие преступления, если брать. Вот прошлый год 218, 206. Ну и раскрываемость, в принципе, очень достаточно хорошая. Одной из сложных проблем по-прежнему остается ситуация на дорогах. В уходящем году произошло 170 дорожно-транспортных происшествий. За аналогичный период прошлого года 201. МВД ведет активную работу по предотвращению ДТП. Однако, по словам Роберта Киут, только человеческим ресурсом не справиться. Поэтому в этих целях в 2024 году по республиканской трассе будет установлено более 50 камер фиксации нарушений ПДД. Вы понимаете, тогда каждый из нас, нарушая правила дорожного движения, будет понимать, что он где-то был зафиксирован. Плюс ко всему, у нас еще уже, в принципе, готово, мы ее уже в тестовом режиме запускаем, программу, так сказать, автоматическую, то есть передачи данных по автомобилю. То есть зафиксировался один автомобиль, и мы его можем просто быстренько найти везде, где бы он ни был, по тем камерам, которые у нас уже введены. Помимо этих камер, которые мы сегодня установили и будут установлены в рамках следующего года, так скажем, да, мы еще будем работать со всеми теми камерами, которые работают сегодня в онлайн-доступе. То есть под них также будет прописано программное обеспечение. Это уже для работы с населением, с различными преступлениями. Министр внутренних дел Роберт Киут также отметил и острую нехватку кадров в службе ГАИ из-за низкой зарплаты сотрудников. Средняя заработная плата сотрудника ГАИ составляет порядка 17 тысяч рублей. 17 тысяч рублей. Вот просто вдумайтесь в эту цифру. Человек, который сутки должен провести на трассе в таких ужасных условиях, в жару там, или в холод, разницы нет, но мы с них требуем, конечно, гораздо больше. Сегодня мы уже, мной дана команда, чтобы сотрудники ГАИ получали от 30 тысяч рублей. То есть я изыскиваю все возможности, которые могли бы позволить им сегодня получать хотя бы какую-то приближенную к достойной заработную плату. В уходящем году правоохранительными органами зарегистрировано 191 преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков. В основном, по статистике, распространением наркотических средств в Абхазии занимаются граждане из Средней Азии. Сегодня в местах лишения свободы по этой статье находится около 140 человек. Вот их используют в этом плане как гастарбайтеров. Я это называю, знаете, как отправляют на убой. Они не знают ни законов Республики Абхазия, насколько суровые у нас законы. Они даже не понимают, куда они едут. Им говорят, вот поезжайте туда-то и сделайте то-то. Потому что все показания дают практически одинаково. Они искренне понимают, что они ошиблись. Но это наш закон, как говорится, он достаточно суров. И эти люди попадают на самом деле под эти статьи, очень, так скажем, жесткие. Я считаю, что это правильно. И в некоторых степени, наверное, еще нужно было еще ужесточить. Но вот обратно же, если мы видим, от одного и того же человека отправляются люди постоянно. Были у нас случаи, когда мы 12 до 15 человек с одного канала задерживали. Представляете, какое количество людей человек отправил на убой. Когда мы начинаем идти, видим уже, кто показания-то они дают, и когда какие-то соотношения приводишь, ты понимаешь, что там сидит один человек по этому каналу, который отправляет людей. Соответственно, мы проработали механизм с нашими российскими коллегами, который нам сегодня позволил уже работать там. И уже есть результаты. Нехватка кадров существует и в штате управления по контролю за оборотом наркотиков. Всего в подразделении 16 человек. Однако все службы МВД нацелены на эффективную работу в этой области и выполняют поставленные задачи. У нас нету в районных подразделениях таких подразделений, как УБЭП. У нас нету подразделений УКОН. У нас нету в районах, их как-то в свое время исключили. Конечно же, я считаю, это неправильно. Недостаточное количество людей сегодня у нас находится именно в этом подразделении. Но я обратно вам скажу так, что несмотря на то, что сегодня их мало, но работу они достаточно хорошую показывают. Плюс ко всему, у нас сегодня мы добились того, что районные подразделения очень хорошо работают в этом направлении, им помогают. Буквально недавно, на прошлой неделе, в Гулрипском районе
была задержана целая группа закладчиков, которая помогала, так скажем, УКОНу в работе. И они отработали и не одно, за 2-3 недели, так скажем, 2-3 мероприятия проведены в Кулырыбском районе, в других районах там такая же работа ведется. То есть сотрудники, они все друг другу помогают. Уголовный розыск, он везде находится, во всех районах. И они в основном работают. А так, в принципе, все службы Министерства внутренних дел нацелены на эту работу. Роберт Киут рассказал и о ходе дела, связанного со смертью жителя села Царча Ткварчалского района Тимура Карбая. Я дал команду разобраться детально. Те, кто, возможно, могут к этому иметь причастие, они на сегодняшний день отстранены. Для того, чтобы не мешали ходу, как говорится, следствия и работы вообще проверяющих органов. По результатам будет принято соответствующее решение. Я очень надеюсь, что смерть этого человека не была вследствие какого-то воздействия моих сотрудников. Я очень на это сильно надеюсь. Просто во благо их. Но если это будет так, то все участники будут наказаны в полной мере. Никто от наказания не уйдет. В уходящем году проведено 85 служебных проверок. 2 материала направлены в Генпрокуратуру. 104 сотрудника подвергнуты дисциплинарным взысканиям. Это выговоры, строгие выговоры, в том числе и увольнение. Уволены 4 сотрудника. Есть увольнение, конечно. Предупреждение о неполном служебном соответствии 31 сотрудник. Выговор объявлен 20 сотрудникам. Строгий выговор 46, понижение в должности 3. То есть в этом направлении ведется достаточно, так скажем, активная работа. Я думаю, это цифры достаточно серьезные цифры. Это за все те проступки, которые совершают наши сотрудники. Роберт Киут также рассказал, что в преддверии курортного сезона сотрудниками МВД проводятся профилактические мероприятия по предотвращению преступлений. Он добавил, что с каждым годом количество гостей в республике растет и важно обеспечить их безопасность. Хотим сделать так, чтобы при входе на территорию Республики Абхазия каждое лицо автоматически фиксировалось. Мы будем устанавливать там камеры. Это нам позволит, в принципе, как эта система работает, обратно в общедоступном языке говорю. Человек заходит на территорию, его фотокамера зафиксировала, она автоматически его передает в базу данных, и везде, где бы он по территории Абхазии не попал под наши камеры, его данные мы имеем возможность получить. Где он был, чем занимался, как бы говорится, в том объеме, в котором мы сможем в дальнейшем установить эти камеры. Министр внутренних дел рассказал и об амнистии. В честь 30-летия Победы следственными подразделениями МВД было принято решение о прекращении 5 уголовных дел и вынесено решение об отказе в возбуждении уголовных дел по 32 материалам проверок сообщений о преступлениях. По амнистии из мест лишения свободы освобождено 13 человек. Журналистами была затронута и тема организованной преступности в республике. Роберт Киут отметил, что необходимо принять действенные меры. Если идет речь о ворах в законе, мы понимаем, раз человек имеет статус вора в законе, значит, он себя считает преступным авторитетом, соответственно, лидером какой-то определенной группировки. Также, то с учетом чего в отношении него должны быть приняты законные меры. Я считаю, что такие люди, они должны в рамках закона нести наказание, потому что он однозначно не возглавляет какую-нибудь организацию благотворительную, ничего другое. Все их цели направлены на, как сказать, преступную деятельность. Также, соответственно, как лидер, как глава, он должен быть привлечен к ответственности. И с учетом этого, конечно же, если наши депутаты считают, что этот закон неприемлем, мы хотели бы, конечно, услышать правильные комментарии в письменном виде. А что нам нужно поменять? И почему считают, что некоторые у нас достаточно? Сегодня есть возможности для привлечения такой категории лиц к уголовной ответственности. В завершении встречи с журналистами Роберт Киут подчеркнул, что во время сессии парламента, назначенной на 27 декабря, правоохранительные органы обеспечат правопорядок. Депутаты, то есть они являются народными избранниками, и они должны провести комфортно свою сессию. Никаких действий со стороны гражданского населения противоправных хотелось бы, чтобы не было допущено, потому что на все проявления незаконные мы будем соответствующим образом реагировать.
В рамках пресс-конференции был затронут и ряд других важных тем. Гугу Савардания, Тимур Гогохия, абхазское телевидение.